Всем, друзья, привет! Сайн Байна, Нихао, Бонжорно, hello, my friend, my dear friends. Так, короче, заехал. Везем типа таких конструкций покрашенные. Сейчас я ремник брошу. Будем их увязывать. Сейчас бегал, считал трубы, вес. Нам надо на максимум наперед загрузить. Блин, я конники забыл выложить. Ты еперный театр. Сейчас их надо будет сюда выложить. Лишнее отдать в офисе. В общем, сейчас бегал, посчитал 5600. Наперед положим. Общий тоннаж сказали где-то 17. Ну тут тоже плюс-минус. Они сами не знают. Точно. В общем, наша задача сейчас загрузить по максимуму передок, чтобы у нас на ведущую ось давило хорошо. Все, работаем. Сейчас. В общем, ребята, тут целый квест. Опять нестандартные груза. Как это все грамотно распределить? Почему? Потому что тут есть прямые, есть кривые. Еще палетов куча. Еще вот этот тяжеленные вот эти две пачки, 3 тонны общий вес. Я их на жопу не хочу класть, потому что у меня, соответственно, жопа вот так подымется и это ослабнет. Вот это и вот это по 1,5 тонны. Еще куча поддонов. В общем, тут этот, как его, игра Тетрис есть же. Вот типа того. Собираем сейчас. Ужас просто. И это надо все разместить. Я хрен его знает. Тут количество этих труб. Все не влезет, может. Но мне моя задача загрузить передок прямо по максимуму. Ладно, уже 2 часа дня. Грузимся еще. Похоже, допоздна сегодня будет. Что там, все? Да, давай, прижимай. Куда? К столбику, ну, к коннику. Ага. Пустил? Нет еще. Блин, ну она реально неустойчивая будет. Ой, короче, вот такая вот порнография. Сюда доску надо положить будет, да? Вот сюда доску положить можешь, чтобы она... Да. Да, кстати. Все, ребята. Так, время 7, а я здесь с 9. Вот и считайте. 7, 2 часа не хватает, 10 часов здесь. Вот такие загрузки бывают нестандартные. Ну, что-то в последнее время у меня постоянно нестандартные. Их еще ввязывать же надо. Так. Все, хвост прошел. Все, пока-пока. Загрузка состоялась. Все, ребята, выезжаем. Добрый путь. Завтра уже, наверное, включимся. Ну, посмотрим, может быть, сегодня еще. Все, так, у нас километраж 7000 километров. Сейчас я... Ай, подожди, не так. Как обычно сделаем, сколько нам навигатор покажет. Навигатор, вот, Нижний Бестях. Так, и навигатор нам показывает... Ну давай, рыжай, ну.
А, вот он через это ведет. Через Усть-Кут. Через Усть-Кут нам не надо. Нам надо через... Вот через это. Через... Так, ну давай. 7092 километра. Да, 7092 километра. 7100. У нас путь. Поэтому выезжаем. Добрый путь. Вам приятного просмотра. Я не знаю, сколько будет частей, честно говоря. Посмотрим, какие приключения там нас ждут. А что-то мне на ведущую ось не показывает после прошивки. А что ты не показываешь? Что случилось? Что, остановиться надо? Ручной включить? Смотри-ка, не показывает. С этой прошивкой, блин, новой. Ну я вот так вроде чувствую, как бы нормально, окей, загрузил, но блин, но без знания сколько на ведущую ось, ну, как-то тоже не ахти. Сейчас, конечно, блин, баллончик, ящики. Так. Что у нас тут слева? Вроде никого. Ладно, все, в добрый путь, поехали. Позже включимся. 7100. Доброго пути. Пожелаю удачи я себе. А вам приятного просмотра. Надеюсь, до Якутска доберемся. Потому что, почему я так говорю? Потому что в Телеграме мне скидывают информацию. Там просто кошмар. Люди по несколько дней висят в Якутии, на обратном пути. В общем, там нормально так снегом засыпало. На перевалах подняться не могут. В общем, так что пожелаем нам удачи. Поехали. Хорошего утречка, ребята. Доброе утро. Ну что ж, рейс начинается. Сейчас заправляемся. 600 литров взял. Спросил до минус 23. Летняя, говорит, ну да по паспорту до минус 23. Как так? Уже зимняя, наверное, считается. В общем, заправим правый бак, так как у меня здесь летняя. Разбавим уже до минус 23, чтобы еще ночью автономка не встала. Ну понятно, да, я думаю, чтобы у нас автономочка работала. Ну а остатки туда зальем. 600 литров. Маловато, наверное, взял. Надо было зараза 700 брать. Скорее всего, надо было 700. Ну ладно. Все окей, все нормально. Дома переночевал и выехал. В общем, ребята, Челябинская область, Аша. Когда на Китай заезжаешь, автохаб, Вот, засада у меня, печка опять не работает, холодный воздух идет. Я уже не знаю, что делать. То есть было 31 градус, жарко стало. Я сделал 29 и все. Спрашивается, нахрена трогал? Ну тут я уж думал, сделали. По итогу у меня холодный воздух идет. Сейчас автономку включил, благо она за сиденьем и частично дует сюда в ноги, хоть можно ехать, ноги не мерзнут. Левая нога мерзнет, а вот правая нормально. Тепло стало, хоть куртку снял. В общем, это не дело, это не работа с неработающей печкой. Зараза, что ей надо, не знаю. Антифриз долил, там получается на сервисе же не полностью прогретый двигатель-то был. Вот, я же покупал 5 литров, получается 4 долил. Вот, 4 вошло уже прям до конца. Думал, поможет, но нет, к сожалению, ничего не помогло. Как вариант еще клемму скинуть,
потому что на сервисе это клемму скинули, после этого помогло. Но я думал, что как бы один раз, да и хватит. Но нет, к сожалению, это похоже что-то с, не знаю, с мозгами или что тут происходит, не пойму. Не специалист. Вот, еду на автономке, по-другому варианта нету. Сейчас вот убавить надо, малеха, жарко стало. Левую ногу ставлю поближе к пятой, к правой ноге, чтобы не мерзла. В общем, как-то так. Расстроился немножко с этой печкой, зараза. Думал, сейчас печка будет работать. Шорты одену, чтобы удобно было сидеть. А то в штанах неудобно. Но нет. Как-то так. В общем, дорогу здесь строят, расширяют активно. Уже пошло такое, я смотрю, уже техника есть. Уже вон уже подушки насыпали разные. Крупные, помельче. В общем, все нормально, кроме печки. Шагаем. Так, ребят, ну что, Челябинская объездная. Уже стемнело, темнеет вернее. Все нормально, местами снег тут лежит. То есть днем даже тоже не тает. Все нормально, говорил, не говорил, печка, в общем, у меня приказала долго жить. Не помогает ничего, ни регулировка температуры, значит, антифриз долил до уровня, потому что в салоне в этом, как его, на сервисе на СТО залили, но как получается, не на горячую, в общем, полностью. 4 литра зашло. И, в общем, не помогает. 31 ставил температуру, потом до 15 опускал, потом опять подымал. В общем, не помогает. С автономкой ехать не очень удобно. Почему? Потому что отрегулировать температуру не могу. Она либо жарит, либо холодным дует. Да, бляха-муха, что опять у этого вообще стопорей не видно. Один только горит. Ну тут на Челябинской объездной убитая дорога местами, прям жестко. В общем, и не очень комфортно, честно говоря, работать. То жарит автономка, то холодно. Там такой кругляшок регулируешь. Я вот что пытаюсь и так, и сяк. Бесполезно. Механик сказал, что где-то в Новосибе, что ли, запишет. Посмотрим. Да, блин, опять. Вот у этого Кёгеля стопорит-то не очень. У него справа не горит, слева плохо видно, когда он на тормоз нажимает. В общем, как-то так. Ладно, идем дальше. Так, у нас с утра у меня было 100 километров. Сейчас 559, ну 560, 460 пройдено. Да, 460. Сегодня до Кургана надо добежать. Хотя бы. Так, а местного у нас 15 минут 7 уже. Ну, нормально, часам к 10-то подъеду. Там переночую и завтра с утра уже
двинем. Завтра надо ударно поработать. Так, ну ладно, все, поехали дальше, работаем. Может быть, что интересное будет, включусь. А так сейчас что по темноте записывать? Поехали. А, забыл сказать-то, по прошивке, значит, по круизу активному. Вот сейчас смотрите, видите, как здесь. Что заметил? Сейчас приближу. Так, у меня тут новое приложение. Сейчас разобраться надо, как тут приблизить. А как приблизить? Так что ли? Во. Ой, дергается. Вот смотрите, видите, показывает. Я вот сейчас еду за машиной. Блин, и вот это вот постоянно табличка выскакивает. Превышение скорости. Свыше 90, если машина разгоняется, сразу табличка выскакивает. Хотя вроде все поотключал. В общем, показывает как. Справа. Видно, не видно уж. Сверху вот 81, это скорость моя. Возле машинки справа скорость впереди идущей машины вот этой. А слева дистанция. Сколько он показывает? 48 метров. Это все можно регулировать. Расстояние максимальное, поближе. Вот. Я не знаю. Может быть, это то, что у меня активный круиз-контроль заработал. Стало, значит, если раньше он, допустим, ниже 10 километров, то есть если разница, допустим, ты ставишь 85, бляха-муха, епона-мать, блин, а! Вот как оттормаживает круиз-контроль-то. В общем, получается, если, допустим, 85 вот до, когда прошивки и на обычном круизе, 85, допустим, опускается ниже 75, все, он автоматом сам отрубает круиз, едешь на ноге. Тут же он на активном, по крайней мере, круизе, он и больше 10, и до 70, допустим, опустится. И все равно он как бы едет на круизе, допустим, на подъеме, да, идешь. Он все равно тянет. Вот, сам переключается, сам оттормаживается. Вот сейчас даже оттормозился. Но с этим активным круизом надо быть аккуратнее в плане темного времени суток, что кто-то выскочит. И как вот у Вована лошади, да, машина резко колом встает, груз смещается, может повредить кузов. То есть тут надо аккуратнее с этим круизом. Вот. Поэтому в ночное время уж так. Но тут и животных-то и нету. Тут у них есть между Омском и Новосибом там бывает, что у них какой-то период у этих оленей маленькие-то вот эти. Они тут вылазят на трассу, сколько их сбивают. Вот, что еще заметил? Вот эти значки, которые сверху, вот эти, они поменьше стали. Пиктограммы-то вот эти, они поменьше стали визуально. Потом, что еще? Ну, дополнительные менюшки я уже показывал. Ну, а так, в целом, активный круиз-контроль, конечно, вещь хорошая. В плане, в потоке идешь, не надо, вот он сам и тормозит, и ускоряется, очень удобно. Но, вот, было бы здорово, как на Мерсе, что даже если вот, видите, я когда включаю круиз-контроль, он мне показывает впереди идущую машину скорость. А так, чтобы он постоянно, даже включенный, не выключенный, я приближаюсь к впереди идущей машине, он бы сразу бы включал бы, показывал постоянно скорость машины впереди идущей. Я уже там бы, согласно ее скорости, определял, обгонять ее, либо за ней пристроиться и идти. Вот. Вот этого не хватает. Потом не хватает круиз, на какой скорости ты ставишь его, нету значка. Потом не хватает вот на руле, у Мерса сразу есть кнопка отдельная. Ты отключаешь круиз-контроль, активный круиз-контроль, ты можешь ехать на обычном.
когда тебе это не нужно. Вот, тоже удобно. А здесь же нужно, чтобы отключить этот активный, тут надо столько менюшек провалиться. Постоянно нажимать вот эти кнопки, чтобы отключить, тоже неудобно. Требуется на руле отдельное. Вот этого не хватает. Ну а так в целом, окей, пойдет. Ну и у меня вот эти датчики давления, думал, с прошивкой-то меньше будет глючить. Но почему-то опять ошибка выскакивает. Может быть, у меня датчик, хана ему, вроде показывает давление, но постоянно ошибки выскакивают. Раздражает. И вот это пикание постоянно тоже не отключить. Хотя я выключил, там кнопка отдельно, контроль скорости. Вроде ее отключил, все равно пикает. Вот. Так что как-то так. Как-то так. Ладно, все, поехали, не будем долго записывать. Доброе утро, господа и дамы. Аббатская. Сейчас тормознемся, позавтракаем. Пельмешки, наверное, может быть, возьмем на завтрак так. В общем, что я там в Кургане же ночевал. Получается, проснулся я во сколько? 4:30, наверное. Что-то воды напился с вечера. В общем, проснулся. Опять лег, думаю, не спится и все, не могу заснуть. Ладно, поеду. Ну, собственно, сейчас 10:30, а уже пройдено 416 километров. Нормально так. Вот, по поводу печки. Печка заработала, но есть нюанс. В общем, есть 31 градус у печки, есть минимально 15. Я, в общем, ставил максимально, минимально. Максимально, минимально. Вот так я туда-сюда водил эту печку. В итоге она заработала на 31 градусом. Но ногам жарко, она шпарит печка. Спасает, благо, ситуацию, что я на на круизе иду. Вот это спасает. Но все равно жарко, поэтому штаны снял, в труханах еду. По-другому никак. Ну, лучше всяко, чем с автономкой ехать, потому что автономка так-то вообще едешь, обливаешься потом. Что еще? Ну, вот, собственно, и все. 30 ставлю градусов, все равно не помогает, то есть она все равно холодная становится, печка дует слабо. 29, 28 ставлю, бесполезно, то есть все равно холодным дует. Поэтому еду на 31 градусом, ну хотя бы так. Хотя бы так. Вот, что еще? Все вроде нормально. Тут в Тюменской области уже местами снег лежит. Но тут в поле-то не было. Вот сейчас лес где был, в лесу так лежал снег, не таял уже. Так, у нас сейчас Аббатская, да, сейчас место будет, то тормознемся. В общем, нормально. Шагаем, работаем, идем. Позже включимся. Ребята, что хотел спросить. Вот смотрите, видите, как камера сейчас сверхширокоугольный формат. Видите, по бокам больше видно. Вот видите, вот здесь вот видно у меня. Утенка этого видно. Либо поставить другой формат, стандартный. Сейчас я, тут получается вот так сейчас можно сделать, да? Можно ли увеличить? Да, либо вот так вот, допустим, сделать, примерно плюс-минус, чтобы больше дороги было видно. Как вам удобно? Сверхширокоугольный, либо поближе к дороге, что ли, вот так назвать. Вот так вот, может быть. Напишите в комментариях, как вам лучше. Ладно, едем. Так, ну что мы видим? Эта штучка завалилась. Как я и предполагал, что она ни хрена не будет стоять. Все ослабло.
по итогу. Так. Там спереди, по-моему, тоже ослабло. В общем, надо сейчас подтягивать. Как эти заколебали эти сборные солянки. В общем, как-то так. Ладно. В общем, ребята, привыкаю я к приложению новому. Не очень удобно. В плане зума надо второй рукой делать. Если при прошлом приложении можно было одной рукой, то сейчас надо двумя руками. Ну, в смысле, вот так вот, пальцами, чтобы приблизить, уменьшить. В общем, Омск пройден. Заехал на топ-лайн, кофе взял, дорогу. И выдвигаемся дальше. Выдвигаемся дальше. Пройдено у нас с утра 500 и плюс 200, 740. Еще километров 200 будет 940. Ну, нормально. Местного время, так, Уфимского без 15,4. Здесь плюс 1, без 15,5 здесь уже вечером. Так что, в принципе, нормально. Время не поздно, а уже пройдено хорошо так. Так что вот, ладно, 200, еще 300 пройдем и на стоянку будем вставать. Обнаружен маломощный радар. Ограничение скорости. Не очень, конечно, вот так надо в обратный режим сделать. Система карт. Тут камер понаставили. Так что вот, ладно, попробуем к этому приложению привыкнуть. Ничего не поделать. И зараза, я же камеру новую купил, Action. И главное, в рейс уехал, и она пришла на следующий день. А ё-моё, один день не хватило, чтобы ее взять с собой уже и снимать новой камерой, но, вот, к сожалению, уже на обратном пути буду забирать ее. Как-то так. Ну а так в целом все окей, все хорошо, шагаем. Если бы не печка, то вообще было бы замечательно. Ладно, поехали дальше. Позже включим. Ребят, смотрите, сейчас еду за Тонаром. Смотрите, потенциальный убийца. Короче, бигбеги. И сверху еще поставили. Отсюда не видно, сколько их, но они выше борта, не привязаны. Вот представьте, вот этот многотонный. Ну, они по-разному, конечно, там весят. Но могут и там и до 2 тонн доходить, и больше. Вот и представьте, если вот этот мешочек упадет на встречную машину, на легковую, он ее просто раздавит. Я не знаю, чем думают люди. Я сейчас попробую его обойти, показать вам. Но это ужасно, конечно. Вот что случится, это же... Это да уж. Доброе утро. В общем, что я тут между Омском и Новосибом. Там стоянка справа. Но у меня, короче, неприятность. Аккумуляторы. То одно, то другое. В общем, что произошло? Вчера-то я встал на стоянку. И... у меня же пищалка-то стоит о низком... о том, что аккумуляторы-то эти уже разряжаются-то. Вот, у меня стоит на 23,5.
И соответственно, поскольку в 3 утра меня начинает будить, пищать, я, ё-моё, просыпаюсь, что случилось-то? Уже давно уже она не пищала, я тут сразу с просонья не сообразил, что происходит. Смотрю, у меня это низкая. И все, она с первого раза машина не завелась, со второго заводится. Я, блин, ё-моё, отъехал от стоянки, ну, чтобы не тарахтело. Встал с заведенным двигателем, спать лег. Что, ну, час потарахтело. В 4 утра я выключил, и вот еще 2 часа поспал в 6 утра местного. Зараза, блин. С похолоданием, в общем, что-то аккумуляторы капризничать начали. Неприятно, неприятно. Как-то так. Я вот, знаете, думаю, сейчас расцветет, заломаюсь, чтобы не расцепляться. Аккумуляторы, крышку снять хочу проверить. Такое ощущение, может быть, на сервисе мне клемму плохо затянули. Ну, так предполагаю. Подтяну. Вот, если не поможет, да и вообще, как бы, я думаю, что надо заламываться, открывать крышку, и надо аккумуляторы местами поменять. Сейчас как раз перед зимой нормально аккумуляторы переставить. Ну, там помощь нужна, конечно, бы желательно, потому как тяжелые аккумуляторы. Займемся этим делом. Как-то так. Неприятно, неприятно с этими аккумуляторами. Сейчас выключим. Вот этот. Ладно, местного 6 утра. Выезжаем. Сейчас тормознемся у камина, позавтракаем. Там туалет есть. Сбегаем, умоемся, зубы почистим. Да и поедем дальше. Ладно, путь, дорогу, поехали. Добрый путь. Так, ребята, продвигаемся дальше. Новосибирская объездная. Все нормально. С утра у нас так было 1800, сейчас 2183. Ну, практически 400 километров через 20 будет. С утречка пройдено. Сейчас мне купили цепи в Красноярске. Наш водитель забрал их с магазина и едет сюда. И поближе с Кемерово позвоню, узнаю, где он. И встретимся, заберем цепи. Вот, и в планах у нас в Красноярске завтра, сегодня поближе к Красноярску доедем, завтра у нас в планах в Красноярске нужно будет сделать нарезку ведущей оси, резину нарежем, чтобы на всякий случай, потому что уже, как сказать, бороздки-то эти маленькие. Вот. Что это они тут делают? Что вы делаете? А, он уступал. Все понятно. Вот, и план такой. В общем, сегодня забираем цепи, поближе подъезжаем к Красноярску. И завтра едем в шиномонтаж. Попробуем нарезать. Такой
план, чтобы нам побезопаснее было. Ну, китайская резина. Ну, видите, у некоторых 200 тысяч проходит, но тут нюанс в том, что у меня колодки почти 100%. То есть я вот месяц назад, то есть вообще не тормозил, грубо говоря, только горняком пользовался. Ну, соответственно, горняком пользуешься, подъедают резину ведущую оси. Вот сейчас машина пройдена 110, даже 111 тысяч. А нет, подожди. Да, 110. А нет, подожди. 111, да, 111. И, соответственно, немножко уже подъела резину, нужно ее... Ну, китайская тоже не особо хорошего качества, я так понял. Быстро ее съедает. Как-то так. В общем, такой план действий на сегодня. И на завтра тоже. По времени это не быстрая процедура. Часа 2-3 то точно уйдет. Как-то так. Ну сейчас... так, а где же нам остановиться? Площадку какую-то. Надо аккумуляторы посмотреть. А там крышка так неудобно снимается. Желательно бы расцепиться. Ну, блин, неохота расцепляться. Во-первых, тяжелый же. И заломаться просто. И там доступ-то уже будет, чтобы снять крышку. Посмотреть, может быть, переставим аккумулятор. Я все-таки хочу переставить аккумуляторы на зиму, чтобы все равно один аккумулятор-то быстрее изнашивается. Вот. И нам сейчас нужно площадку такую, чтобы где-то встать и заломаться. Здесь слева есть, потому что там-то дальше, там дальше негде. Сейчас-то тут разъехались, интересно, ребята-то. Так, здесь... Сюда, кстати, я ни разу не заезжал. Ну, вот здесь сейчас где-нибудь встанем. -1 на улице, прохладненько. Так, и нам надо с правой стороны, наверное, направо заломаться. Так, ладно. Так, ребят, ну что, расцепился. Отъехал немножко. Вот эта крышка не дает поднять сам прицеп до конца. Охренеть! Как это все разбирать? Короче, как я понимаю, вот эти аккумуляторы, они на салазках, они вытаскиваются. Где-то крепятся. Ну вот крепится. Правильно? Но! Тут-то как снимать-то? Охренеть просто. Вот, кстати, усилитель CoreMate, который передает сигнал через Bluetooth с колес сюда и усиливает на монитор. Подожди, а вот это же металлическая крышка же, правильно? Она не задействована? Или что? Она... она, короче... Она стабильна, а аккумулятор под нее заходит. И с нее идет вот сюда, да? На плюс, на минус. Подожди. Правильно я мыслю? То есть мы вот эти скидываем и вытаскиваем. Ну, вот этот надо. Сейчас надо позвонить. Санька менял местами. Сейчас посоветуюсь. Надеюсь, не спит. Сейчас позвоню, узнаю. Так, в общем, смотрите. Чтобы на шакмане поменять местами, вот это не меняется. Вот это встает. Ну, остается она сверху. То есть мы откручиваем вот эти два. Здесь два. И вот здесь, видите, маленькие 4 болтика. Здесь и здесь. Приготовил ремень
Потому что бывает закисает, как мне объяснили. Они на салазках вытаскиваются. Если не будут вылазить, тогда буду просить вон деловые линии, за лапу захвачу и вытяну ее с ремнем. Надеюсь, что не понадобится. В общем, откручиваю вот эти сейчас ремни. Скину сейчас вот этот клемму, чтобы уж не переживать, что коротнет. Ну, масса отключилась уже. Так, все, работает. Разрешение спросил. Все, короче, она сдернулась. Бляха-муха. Тихо, тихо, тихо. Блин, сейчас упадет еще, не дай бог. Так. Или он не упадет. Слава богу. Вылез. Так, ладно, одной рукой неудобно. Сейчас будем. Так, ребят, ну что, я снял один аккумулятор. Тяжеленный. Ой, блин. Короче, вот так закрывается. Откручиваем. И снимаем сейчас. Надо эту же процедуру и здесь повторить. Надо клемму снять. Она, зараза, не хочет вылазить. Все. Сейчас вот эти откручиваем. Так. Так, это у нас верхний, это нижний, да? Надеюсь, поможет процедура. И не зря это делаю. Либо этим аккумулятором уже приходит конец. Что, конечно же, в Якутию ехать не радует. Так, это у нас снизу же, да? Сейчас соберусь. Тяжеленный. Сейчас. О! Раз, два, три. Опа! Фу, все, встал. Блин, надо было, наверное, сначала нижний. Да? Потому что мешать будет. Это же снизу я взял его. Да? Сейчас не перепутать, опять поставить туда же.
Давай-ка сначала нижний поставим. Ой, блядь. Давай нижний сначала. Зелененьким горит. Лампочка горит. Ну не лампочка, что там горит такое. Так, это я сверху уже, да, снял? Этот на низ. Правильно? Надо пересмотреть, блядь. Что я уже запутался. Да, вроде верно. Вот этот сверху, мы его ставим снизу, правильно? Разобрался, я наставил на крышку, я же ее не снял. Все, зажимаем. Зажимаем. Фу, ребята, еле собрал. Вот этот нижний не вставал. Оказывается, полозье там согнулось. Не знаю от чего. Они вот так вот. Блин, все разобрал заново. Монтажкой выпрямил. Вот это полозье поставил. Снизу поставил наверх, а это сверху сюда поставил. Все. Аллилуйя, блин. Сейчас болты вот эти закручиваю. Клеммы одеваю. И надеюсь, машина заведется. Вот это прикол будет, если она не заведется. Так, а вот это красное было, да, вот так? Или вот так вот? Вот так было. Это же минус? Да, минус, вот так вот. Сейчас я сфоткал. Если что, не смейтесь, я сейчас посмотрю. Аллилуйя! Я собрал. Да. Столько времени потратить. Ладно. Закручиваем. Зацепляемся, надо когти рвать. А то и так времени потратил просто нереально. Очень много. Где маленькая-то, блин? Вот она. Заворачиваем. 8 болтов закрутим. Так, ребят, все, выехал. О, блин. Да уж. Часа 2-то я точно здесь с половины, 3, может быть, даже потратил. Ну ладно, что поделать. Едем. Сейчас надо позвонить, цепь еще забрать. Надеюсь, я сегодня спать буду нормально.
поможет эта процедура. Но, как говорится, тут не попробуешь, не узнаешь. Но, честно говоря, менять аккумуляторы местами тут еще та процедура. И вообще просто непросто. Повозиться надо. А если еще и эти, как их, баки, которые крылья закрывают, там пластиковые, так там, чтобы поменять, надо снять. Это еще вдвойне процедура-то. В общем, как-то так. Сейчас позвоню, узнаю у коллеги, где он едет. Договаривались, что возле Кемерово я позвоню, но тут я подзадержался с этими аккумуляторами. Нормальные ключи, как бы, купил я за 5000 за такую сумму. Более чем нормально. Все ругали в комментариях. Я же еще раз говорю, мне не нужны профессиональные какие-нибудь там именитые марки. Зачем мне это? У меня что, автосервис? Каждый день крутить гайки. Это раз так вот, периодически. Грубо говоря, раз в полгода, да, там что-то нужно подкрутить. Достал спокойно ключи, подкрутил, обратно убрал. И все. Как бы и не нужно они тебе каждый раз. Поэтому за такую сумму я считаю более чем нормально. Как-то так. В общем, ладно. Сейчас надо позвонить, узнать, где он едет. Наберу. Позже включимся. Хо-хо-хо. Куски большие. Сейчас налопаюсь мяса. Ладно, приятного аппетита всем. О, ребята, едем дальше. Ох, налопался я этого мяса антрикота. Оно еще жирное. Ох. Ну все, на сегодня хватит прямо. Ой, Еман. Катим дальше. Сейчас у нас Юрга. Поворот на Томск. А мы мимо. Далее. Коллега у меня сейчас на Татнефти заправляется. Сейчас с ним поддерживаю контакт, чтобы не проскочить друг друга. Мне нужно цепи забрать обязательно. Положим их в кузов, потому что больше некуда ложить, класть, ложить. Потому что место они прилично занимают и тяжеленные. Так что как-то так. Все нормально. В рабочем режиме. Уже темнеет, правда. Так, а пройдено-то у нас 560 километров с утра. Было бы уже, наверное, 700, если бы я с аккумуляторами не возился. Я бы уже Кемерово, наверное, бы проходил бы. Вот, ну ладно. Если позже включимся. Вот, смотрите, сейчас вот жду машину нашу. Смотрите, заглушил. Буквально за минуту пристегните ремень безопасности. упала. GPS-сопровождение активно. Да, сейчас 25,1 было, потом бац, резко 24, что-то такое. Хана, похоже, аккумулятором. Такого раньше не было, чтобы она прям махом подала. Что-то оно быстро как-то помирает. 24,7. И причем у меня даже автономку я еще ничего не включал. То есть я просто выключил двигатель. Вот горит что, ну вот это потребляет немножко. Этот потребляет какой Платон. 24,5.
Вот так вот и умирают аккумуляторы. Похоже, ночь у меня сегодня будет веселая. Ну, в плане, как сказать, заводить надо будет машину. Сейчас автономку включу. Поставим сигнализатор на 23 с копейками, пускай будет. Ну вот, падает. Это еще она не заработала полностью. Ну все. Скоро пищать начнет. Да уж. Невеселая ерунда. Такого не было у меня. 23,8 уже. Надо аккумуляторы покупать. 23,7. Уже по идее пора заводить. Пора заводить. Ну вот на 23,7 остановилась, похоже. Но это не надолго, в плане, ну, час. А, уже 6, вот все пошло. Вот автономка начинает работать. По идее пора заводить, потому что может машина не завестись. Так, сейчас буду механику говорить. Пускай думает. Да уж. Так, все. Вон Ильдусу спасибо огромное. Зурахмет. Ой, блин. Зурахмет, как говорят. В Башкирии. Тяжеленный, ёшкин-матрёшкин. Эти цепи. Фу. В общем, позвонил колонному своему. Я говорю, вот так и так падает все быстро. Он говорит, ну сейчас выходные, но сейчас реально суббота-воскресенье. Сегодня суббота. Никак этот. Ну обгоняю, я ж тебе моргаю-то. Вот, и соответственно, сейчас ни бухгалтерия, ничего не работает. Говорит, мы сейчас ничего не сможем сделать. Езжай, говорит, на двигателе спи. Потому что я, зараза, и провода дома-то был, провода забыл взять. Главное, их отложил, положил и забыл. На всякий случай, чтобы прикурить. Все как это, да, складывается. Не хочет, чтобы я ехал в Якутию, Шакманчик. И аккумуляторы, и что там еще, что-то ж было. Что у меня задержка-то постоянная. Что-то еще ж было. Вот. В общем, как-то так. Так, что у нас пройдено с утра? 616, 416 и было 1800, да? 1800 и 2400, да, 616. Сейчас мы в Кемерово, я надеюсь, на Татнефти очереди не будет. Дозальемся. И так как на двигателе сегодня спать надо будет так встать, чтобы никому не мешать. Ну, наверное, вдоль обочины где-нибудь на заправке встанем. И будем на включенном двигателе спать.
Сегодня, завтра. А в понедельник это уже где-то я буду за Красноярском. Значит, в Иркутске аккумуляторы тогда брать. В общем, Хандехок приключился с аккумуляторами. А мне вот Вован сказал, говорит, одно из предположений, кто-то сказал, что перекидка, которая от аккумулятора к другому аккумулятору идет, она говорит, кто-то ему сказал, что не того сопротивления, не того сечения. В общем, полностью не заряжается аккумулятор второй, и поэтому он выходит из строя. И говорит, кто-то поставил от КамАЗа какого-то там сечения провод, этот перекидку, и все нормально. Не знаю, правда, неправда. Он говорит, я, говорит, тоже что-то не верю. Надо самому, говорит, попробовать, и тогда уже будет понятно. В общем, как-то так. Если у кого шакман, имейте в виду, может быть и такой. Ну, потому что, когда я забрал-то в марте, правильно? В марте. Сейчас пока ждал Ильдуса. Хотел я же подымал, как его, скрипит у меня вот сейчас услышно, да, бренчит, это этот холодильник, там, скорее всего, открутились гайки, надо подкрутить, притянуть, и тогда не будет греметь. А он уже подъехал, я уже его снял, крышку защитную, и подъехал Ильдус. Вот, такие дела, короче. Что еще? Ну, все вроде бы. Сейчас у нас Кемерово, заправляемся, уедем за Кемерово, скорее всего проедем, не скорее всего, надо проехать Кемеровские горки, где-то ближе к Мариинску, нет, даже дальше. Почему? Потому что завтра в Красноярске нам надо шины нарезать, ведущей оси. Короче, дел куча, и надо завтра пораньше приехать в Красноярск. Как-то так, в общем. Не знаю, сомневаюсь, что там делают. Посмотрим. Ладно, в добрый путь. Так, ребят, ну что ж, у нас Кемерово. Наверное, будем заканчивать первую часть. Потому как, наверное, уже длинный ролик выходит. Ну и дальше продолжим. Во второй части, я уже не знаю, может быть 3 части будет, потому что у нас еще и Якутия предстоит. Поэтому на такой положительной ноте мы заканчиваем ролик, первую часть. До следующей встречи во второй части. Кемерово, привет. Продолжаем работать. Сегодня у нас Мариинск. И где-нибудь там ближе к Красноярску буду ночевать. И, наверное, вторая часть уже начнется завтра. То бишь во второй части. Все. Давайте, до новых встреч. Спасибо за просмотр. Продолжаем работать.